Добрый день, в эфире новости, в студии Джангл Мырзаду и Шенбекова. В Бишкеке проходит мирная акция за права женщин. Активисты на этот раз собрались у памятника Уркие Салиевой. Собравшиеся требуют защиты и соблюдения прав женщин, в том числе и со стороны органов правопорядка. До начала акции в ГУВД сообщили о возможных провокациях. На них в милиции призывают не поддаваться. Напомним, 8 марта активистки планировали провести на площади Победы женский марш солидарности против семейного насилия. Но неизвестные в колпаках и масках напали на участниц акции. При этом милиция стала задерживать не нападавших мужчин, а женщин. Около 50 человек были доставлены в Свердловский РУВД. Задержанные женщины заявили, что некоторые из них были избиты, в том числе и милиционерами. Накануне в УВД сообщили, что правоохранительные органы установили и доставили в милицию лиц, устроивших нападение на женщин, и ведутся поисковые и разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других лиц, причастных к провокациям. Из-за угрозы коронавируса правительство Кыргызстана настоятельно рекомендует гражданам не проводить в ближайшее время какие-либо мероприятия с участием большого количества людей. В Кабмине отмечают, что во многих странах мира, где имеются случаи коронавируса, именно дисциплинированность граждан, соблюдение инструкций медиков позволяют предотвратить распространение различных вирусов, в том числе коронавируса. Всем торговым учреждениям, бизнес-центрам, супермаркетам и увеселительным заведениям для защиты здоровья посетителей рекомендовано установить санитайзеры, очистители воздуха и обеспечить посетителей дезинфицирующими средствами в достаточном количестве. Ранее, напомним, штаб принял решение об отмене всех праздничных мероприятий по случаю Ноуруза. Отменены также традиционные конно-спортивные игры на Ноуруз. Что касается праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в Кабмине отмечают, что все будет зависеть от ситуации в мире. В правительстве также решили ежедневно проводить анализ запасов продуктов и мониторинг цен. Сегодня состоялось заседание республиканского штаба, созданного с целью минимизации экономических последствий от возможного распространения коронавируса. По словам вице-премьера Эркина Асрандиева, ситуация на отечественном рынке стабильная, товары сельскохозяйственного значения имеются в достаточном количестве, импорт из стран, кроме Китая, осуществляется в прежнем режиме. Отмечается, что с кыргызской стороны какого-либо запрета на вывоз продукции нет, но за объемом вывоза товаров первой необходимости ведется контроль. Целесообразно провести встречи с производителями, поставщиками, владельцами торговых розничных сетей и рынков на предмет обеспечения стабильных объемов производства, поставок и ценообразования. Нам важно знать об объемах сырья в наличии, контрактах на поставку, потребности финансирования и необходимости в иностранной рабочей силе. Правительство Японии в рамках программы «Корни травы и человеческая безопасность» окажет материальную помощь 6 сельским школам. В Бишкеке на днях состоялась церемония подписания грант-контрактов. Согласно ним, мебель на сумму 14 тысяч сомов получит школа Ойтерскен, села Ачакаинды от Башинского района. 3 школам Карасуйского и Лёкмыту предоставят новую мебель, заменят систему отопления, окна, двери, построят наружный туалет, всего почти $66 тысяч, а также на $51 тысячу в виде мебели и уборных помещений получат 2 школы-гимназии в городе Каракол. Эта грантовая программа правительства Японии нацелена на улучшение социальной инфраструктуры, доступа к таким услугам, как начальное и дошкольное образование. Надеюсь на то, что предоставленное оборудование и построенные уборные помещения будут способствовать улучшению качества и окажут положительное воздействие на работу образовательных учреждений. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.